Давай, нас снимай. Главное, торгашей. Не то снимаешь. Здорово. И постепенно маленькое поселение выросло до города Волынска, основанного указом Екатерины II в 1780 году. Осетры, стерляди и стихи составов, как принадлежность стола российских самодержцев, были запечатлены на гербе Волынска, центра одного из уездов Саратовской губернии, восстановленный в 1797 году. На площадь выходит сводная колонна, которая будет представлять наш район на праздничном шествии в городе Саратове. Уже 200 лет Хвалынск является одним из центров садоводства. Поэтому не случайно во главе колонны вы видите этот исторический и ныне действующий символ нашего благополучия – яблоко. Автор и исполнитель – местный художник Виктор Илларионович Шептунов. Хвалынские сады воспели в своих произведениях многие художники. И прежде всего наш великий земляк Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, чье имя носит наш музей. Вениамин Богатырев посвятил такие строки Хвалынску. В хвалынских садах не растут апельсины, и нет ананасов. Климат не тот. Но как здесь... Депутаты райсовета, представители городского совета ветеранов, руководители, работники предприятий и организаций города и села. Мы приветствуем в составе колонны представителей Старокулаткинского, Радищевского, Павловского района Ульяновской области. Почти полтора века, с 1780 по 1923 год, эти районы, а ранее волости, входили в состав Хвалынского уезда. Жители этих районов очень многое сделали для развития нашего родного края. Выражая благодарность нашим друзьям-соседям, надеемся, что дружба между нашими районами будет и в дальнейшем развиваться и укрепляться. На площади они участвовали в восстановлении хозяйств родного
города и района. Они создали основу благополучного существования следующих поколений. Сегодня мы называем имена всех земляков, героев Советского Союза. И прежде всего Михаила Потемкина, чье имя носит одна из улиц города. Ныне здравствующего Георгия Федоровича Платонова, Георгия Матвеевича Гафонова, Леонида Петровича Грошева, Владимира Васильевича Гамзина, Федора Ивановича Ульянина, Александра Гавриловича Боженко, Михаила Андреевича Кильзякова, Василия Петровича Трубаченко, героя социалистического труда Анну Тимофеевну Фомину, героя Советского Союза Сергея Тимофеевича Агапова, получившего золотую звезду в мирное время, героя... В году крепостными князей Голицыных, позднее перешло к Воронцовым-Дашковым, чья усадьба сохранилась до сих пор и является вторым такого рода архитектурным памятником в губернии. На территории усадьбы в 20-е годы размещалась первая в Поволжье детская трудовая колония имени Джона Рида. В начале 20 века село превращается в поселок, где вместе с крестьянами живут семьи формирующегося класса рабочих судоремонтного завода, просуществовавшего до 1967 года. Не случайно из Алексеевки вышло много речников и судостроителей. Имя одного из них известно всей стране. Это герой России, почетный гражданин Хвалынского района Валентин Михайлович Пашин, который присутствует вместе с другими почетным гражданином Хвалынского района Алексеевичем Владимиром Дмитриевичем Казанцевым, выдающимся спортсменом Советского Союза. Алексеев Николаевна, Ермаков Юрий Александрович. Алексеевского округа входит в совхоз «Победа», производящий продовольствие для местных здравниц. И старейшие, основанные... Он представляет собой целый ряд поселков, возникших после войны в 50-е годы на базе реформированной зоны с секретным атомными объектами. В короткий срок здесь был создан один из первенцев быстрорастущей электротехнической промышленности завод «Электрофидер» вместе с поселками под общим названием «Возрождение». Завод впитал в себя население затопленных 60-е годы прибрежных сел. Вспомним их сегодня. Это Ершовка, Большая Федоровка, Малая Федоровка, Воробьевка, Михайловка. Все это старейшие села нашего уезда. Бывшие крестьяне-колхозники стали прекрасными заводскими специалистами, создавшими славу электрофидеру. И позднее, в 70-е и 80-е годы, составили костяк знаменитых волжских гигантов советской индустрии – ВАЗ, КамАЗ, а также много волоковских заводов. Мы приветствуем. Связано с именем соратника Степана Разина. В екатерининские времена выходцы из Заполихи и частично мордовское население строят село Демкино. К началу нашего века в этих селах насчитывалось около 7 тысяч человек государственных крестьян. Гражданскую войну Аполлиха стала ареной трагедии гибели добровольческого красногвардейского отряда, принимавшего участие в боях с частями Белой гвардии. В память о трагической гибели отряда местным скульптором Тупицыным была создана скульптура красногвардейца. На территории крестьянских земель в 30-е годы был организован колхоз, получивший позднее название имени 20-го партсъезда, а ныне Северного округа. Село Ограбная Маза образовано в конце 17 века беглыми раскольниками и высланными опальными стрельцами. К ним позднее присоединяются государственные крестьяне. К началу нашего века это крупное по количеству хозяйств и среднее по достатку село. Население занималось хлебопашеством и животноводством. Промыслы и торговля отсутствовали. В конце 20-х, начале 30-х годов в селе организовался колхоз «Новая жизнь», переименованный в известный нам колхоз «Заря». в округ входит деревня. На площадь выходит колонна села Благодатная.
В годы советской власти здесь организуется одна из первых в районе МТС на земле крупного совхоза «Благодатинский», который развивался, имея глубокие традиции, как многоотраслевое и сложное хозяйство. В юбилейном для губернии году в школе создан и открывается музей истории села, где достойное место найдут материалы о лучших людях села Благодатное. Среди... Ничего, все нормально, все нормально. В 1997 год Гюнесская карьера около Москвы. Мать городов индустрии, городов российских, свой 850-летний юбилей отметила. Сегодня наступает череда юбилеев ее дочерних и сыновних городов, которых в России тысячи. Нам думается, что не последним в этой самой мероприятии является наш Саратов и Хвалынск. Уважаемые хвалынцы, дорогие гости, митинг, посвященный 600-летию Саратовской губернии, объявляется открытым. Слово предоставляется главе администрации Хвалынского района Радаеву Валерию Васильевичу. Дорогие хвалынцы, уважаемые гости нашего города, я рад приветствовать всех собравшихся по случаю знаменательной даты 200-летия Саратовской губернии, в состав которой наш Хвалынский район внес большой вклад в ее историю и развитие. Основанный как колхоз и в качестве рыбацкой фактории, наш город постепенно вырос до центра огромного уезда. В него входили Старокулатинский, Павловский, Радищевский районы, а всего 70 сел и деревень. Толчок в развитии города Хвалынска дали переселившиеся реки закупки старообрядцы. Благодаря им были созданы санатории и дома отдыха. Необычная природа, меловые горы и леса с редкой растительностью способствовали созданию национального парка. На его территории расположены многочисленные памятники природы и истории Поволжья. Известный путешественник Семен Тимшанский назвал Хвалынск Волжской Швейцарией. Самой доброй памяти и благодарности заслуживает деятельность городского главы Алексея Васильевича Радищева, купцов Михайловых, Кузьминых и многих других земских деятелей. Наша земля дала Родине 12 героев Советского Союза и России. Но не только самые знаменательные заслуженные люди делали историю нашего района, а тысячи граждан города и района строили и строят, трудились и трудятся на предприятиях, в организациях, делая все возможное для дальнейшего процветания нашего района.
чтобы он занимал достойное место в истории Саратовской губернии и России. Мы выражаем огромную благодарность нашим ветеранам войны и труда. Именно их мужество и героизм помогли выстоять в годы военного лихолетия. Именно на их плечах восстанавливались хозяйства района и области. Именно они создавали основу благополучия существования последующих поколений. И сегодня наш район, несмотря на трудности переходного периода, с уверенностью и оптимизмом смотрит в будущее. У нас есть предприятия по производству электрооборудования, переработке сельскохозяйственного сырья, производству стройматериалов, деревообработки и металлообработки, предприятия для завершения его уборки. У нас активно ведется строительство объектов социальной сферы, газификации города и района. Но главное, у нас есть прекрасные люди, патриоты района, которые делают все, чтобы жизнь в районе стала более достойной. Поздравляю всех земляков-хвалынцев с замечательным юбилеем, 200-летием Саратовской губернии. Выражаю огромную благодарность всем жителям района за конкретный вклад каждого в развитие земли Хвалынской. Желаю крепкого здоровья, успехов в свершении задуманных планов, семейного благополучия и счастья, всего самого доброго. Пусть наш Хвалынский район будет и далее занимать достойное место в истории Саратовской губернии и молодеет, и хорошеет с каждым годом на радость всем поколениям. Праздник! Праздниками славилась Россия, да и теперь они в большой чести. Мы сегодня гостей пригласили, гостю честь, как велось на Руси. К нам в гости прибыли Ларионов Александр Степанович, заместитель министра финансов правительства Саратовской области, Пашукаев Ростислав Иванович, консультант аппаратора губернатора области. Слово предоставляется представителю правительства Саратовской области, заместителю министра финансов Ларионову Александру Степановичу. Уважаемые хвалынцы, разрешите по поручению губернатора нашей области Аяцкого Дмитрия Федоровича поздравить вас с юбилеем губернии, вашего уезда, поблагодарить за успешный труд, которым отмечен этот год, пожелать всем добра, здоровья. Осень на Руси всегда была временем подведения итогов. Итоги работы района в этом году хороши. Района поздравляю с 200-летием восстановления Саратовской губернии. Ваш город – одна из самых живописных страниц в истории губернии, красиво и естественно вписанная в волжский пейзаж. Хвалынск – город-сад, город-здравниц, город Петрова-Водкина. Долгих и добрых лет жизни Хвалынску и его горожанам, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, благополучия и счастья. Вице-губернатор области Вячеслав Володин. Глава администрации Сбалакова Савурин Алексей Иванович также прислал поздравления. Желаю процветания и экономической стабильности вашему краю, здоровья, счастья и творческих успехов. С праздником, дорогие хвалынцы! Когда-то Хвалынск был уездным городом, значительно большим по территории, чем сейчас. Так в наш уезд входили в свое время Старокулаткинский, Радищевский, Павловский районы. Теперь это земля Ульяновская, но они тоже волжане, а значит, нам думается, и наши земляки, наши друзья, наши добрые соседи. Поздравить нас прибыли Болотнов Владимир Федорович, глава администрации Радищевского района. Савин Федор Петрович, председатель Совета депутатов Павловского района. Баширов Ринат Сафович, начальник управления сельского хозяйства Старокулатинского района.
И гость из Самарской губернии Трофимов Сергей Николаевич, глава администрации Приволжского района. Слово предоставляется главе администрации Радищевского района Болотнову Владимиру Федоровичу. На сегодняшние ваши юбилейные торжества мы с удовольствием его приняли, и делегация Радищевского района сегодня здесь присутствует. Дело в том, что существующие связи хозяйственные, узы дружбы между радищевцами и хвалынцами имеют многолетнюю вековую историю. Как уже говорилось, со территории Радищевского района, существующего на сегодняшний день, с 1780 по 1928 входила в состав Хвалынского уезда. Много и много славных дел было сделано за это время. И сегодня мы гордимся вами, уважаемые хвалынцы, что вы поддерживаете вековые добрые традиции наших предков и отцов. Гордимся вашими успехами, что и в сегодняшнее трудное время вы смогли определиться. С праздником вас, дорогие и уважаемые товарищи! Крепкого всем здоровья, благополучия и процветания Хвалынскому краю и самых наилучших пожеланий. С праздником! И позвольте по случаю юбилейных торжеств вручить администрации Хвалынского района наш памятный сувенир с изображением родных краев нашего территории. Спасибо. С праздником. Слово предоставляется председателю Совета депутатов Павловского района Савину Федору Петровичу. От имени делегации Павловского района Ульяновской области позвольте поздравить всех жителей Хвалынского района и Саратовской области с вашим великим историческим праздником 200-летием Саратовской губернии. Пожелать всем вам доброго здоровья, хорошего настроения праздничного и долгих лет жизни. От имени делегации Павловского района Ульяновской области мы выражаем вам искреннюю благодарность за приглашение и гостеприимство. Выражаем твердую уверенность в том, что узы дружбы, товарищеских встреч и взаимопонимания помогут нам находить реальные пути экономического сотрудничества и добрососедского взаимопонимания. Всем здоровья и финансово-экономического процветания. Примите, пожалуйста, в память об делегации Павловского района на вашем праздновании приветственный адрес и небольшой праздничный сувенир. Слово предоставляется начальнику управления сельского хозяйства Старокулаткинского района Баширову Ренату Саховичу. Дорогие хвалынцы, разрешите мне от имени всех жителей Старокулаткинского района поздравить вас с вашим замечательным праздником, 200-летием Саратовской губернии, пожелать вам всем крепкого здоровья и благополучия. В знак признательности мы преподносим вам вот эти небольшие сувениры. Ввожу знак благополучия и... Да, благополучия. Ну и вот этот пейзаж, это символ красоты. Спасибо вам. Слово предоставляется главе администрации Приволжского района Саратовской области, Самарской области Трофимову Сергею Николаевичу. Дорогие друзья, уважаемые хвалынцы, мне очень приятно присутствовать на вашем празднике. Юбилей всегда это праздник, где подводятся итоги, где подводят итоги именно тех людей, которые отдают себя работе, благосостоянию своего родного края, благосостоянию Саратовской губернии. Мы, самарчане, рады поздравить вас. И от имени Приволжского района, всех жителей, я желаю вам процветания. Хорошо, чтобы у вас дела спорились во всех сферах деятельности. И соседи, как с левого берега Волги. Я
за то, чтобы наши добрые традиции, дружеские традиции соседей, как это принято на Руси, развивались и дальше. Разрешите пожелать вам доброго здоровья, еще раз благополучия и мирного неба над головой. Ну а подарки мы вручим главе администрации в его кабинете, просто там у нас не один подарок сюда не несли, и поздравим, как говорится, в рабочем порядке. С праздником вас! Всего доброго! Валерий Васильевич славных земляков наших назвал уже сегодня. Нам действительно есть чем и кем гордиться. Много наших земляков, покинув малую родину, достигли значительных вершин своей жизни, прославляя и малую родину, да и Русь-матушку. Совет депутатов администрации Хвалынского района возродили славную традицию присвоения звания «Почетный гражданин Хвалынского района». Вниманию, уважаемые хвалынцы! Начинается торжественная церемония присвоения звания «Почетный гражданин Хвалынского района». Настоящее свидетельство выдано Казанцеву Владимиру Дмитриевичу, призеру Олимпийских игр, рекордсмену мира, в том, что ему решением Совета депутатов Хвалынского района присвоено звание «Почетный гражданин Хвалынского района» за выдающие достижения в спорте. Пожалуйста. Настоящее свидетельство выдано Горбатову Анатолию Николаевичу, заслуженному учителю РСФСР, отличнику образования СССР, в том, что ему решением Совета депутатов Хвалынского района присвоено звание «Почетный гражданин Хвалынского района» за высокие достижения в педагогической деятельности. Также решением Совета депутатов и администрации Хвалынского района почетное звание присвоено Володину Вячеславу Викторовичу, вице-губернатору Саратовской губернии, и Пашину Валентину Михайловичу, Герою России, академику Алексеевку. Вот сегодня видите, какие именинники. 3 почетных граждан дала нашему району. Славна земля действительно такими выдающимися людьми. Ну а сейчас слово вину. Праздником! Это капитан нашего корабля. Уже с ним знакомились. Ближнего плавания или дальнего плавания. Вперёдчину, Валерий Васильевич, вперёдчину плавания. Ну куда пошли? Стоял специально за чтобы пошли. Осторожно, к ресторан. Здрасте. Только осторожно, а то сейчас закрываешь.
нормально здесь. Станем к этому борту. На железо. Что теперь кричишь? Людей сказал, могу 80 человек Пока без музыки пока. Желающим объявить, у нас 2 бинокля наверху есть. Подняться, посмотреть бинокль можно. Наверх подняться, там посмотреть. Валер, ты давай нас вот скажи, ты лучше меня что-то Мы сегодня замахиваться не будем ни в коем случае. А вот хотя бы вот мимо чего мы проплываем, об этом можно будет поговорить. Вот сейчас мы шли по улице, она называется Соборная. Эта улица называлась, вернее, Соборная. Может быть, когда-нибудь название достаточно безликое. И эта улица сейчас выводит на площадь Карла Маркса. А раньше это называлась улица Соборная, и вот там стоял прекраснейший собор. Вот на том месте, где мы сейчас были, где сейчас стоит вот сцена наша, несколько подальше. Улица Соборная. Вообще план Хвалынска был утвержден при Николае Первом. Он лично его подписал. В планах хранится у нас в музее, и нигде ни разу не отступили. И поэтому вот здесь удивительно городская планировка. Вот в других районах все-таки там больше от себя как-то делали, вот в центрах районов. Но у нас вот город сохраняет планировку. Даже при очень такой, знаете, выпуклой вогнутой какой-то, вот при таком рельефе. Ведь обычно у нас вот наши районы все-таки без особых гор. Я, конечно, исключаю Ульяновск, там характерно. А город, в общем, на буграх стоит, но при этом сохранил четкую планировку. Вот 780, вот здесь вот зарождался город, вот здесь вот самое начало города, вот в этом месте. Он, городок назывался, очень обрывистое место было. И в этом месте примерно где-то на 8 метров поднялась вот вода. А вообще-то, конечно, в итоге значительно больше. Если с учетом, ну скажем, с учетом подпора вот еще из Куйбышева мы поднялись, все-таки повыше вода поднялась. И еще вот тут был высокий берег. Вот тут была построена церковь, а город начинался вот здесь, он был на острове. Этот остров затопило 10 километров длиной это был остров. Мы сейчас подойдем к концу этого острова, вот там заканчивался, около Ершовки. Мы сейчас подплывем. Вот там 400 лет назад он возник, этот наш городок. 400 лет назад, при Юрию Ильичу еще. Вот, а потом был перенесен, в 699 году он был перенесен сюда. И назывался Сосновкой. А потом уже Екатерина в 780 году его переименовывает. Когда строили вот этот вот дом, сейчас вот плывем ближе к этому месту, то позвали, значит, нас, я посмотрел, там было около 40 склепов, мощных склепов, которых мы вообще даже не подозревали. Это склепы, и, видимо, хранили крупное городское начальство там. И священников было очень мало, это крупные городначальники были. И хранились такие сшитые позументом, костюмы у них, костюмов и так далее. Засыпали, вот, и построили вот эти вот два дома. Вот дом. Можно?
мелового моря называли Востоком. Вообще Екатерина страдала страстью переименования, как коммунистическое время. И переименовала все, что подать. Сосновка ничего себе не... Ну что такое, Сосновка везде Сосновка. Да, и мы сейчас тоже занимаемся этим, мне кажется, без меры, с переименованиями этими. Так вот, Сосновка была переименована в Волынь по имени хвалистов, вот тех племен, которые вокруг, ключевые племена. Будут все. Надо было лишь все нормально. О!
Если да. Да куда ты ее? Подожди, старший. Хватит, уже снял. Нет, не снял уже, блядь. Да. Ладно, все, нормально. Все. Начальник дай снял. Да, нормально. Идет. Идет. Кто еще? Под кустом где-нибудь. Вот вообще. Вон внизу. Ну давай, Виктор Алексеевич, расскажи. Сейчас подойдут все. Вот сады, кругом там сады. Современный дом отдыха, он сейчас называется Родник. Родник, да. Вот, сейчас называется Родник. А до этого назывался Черемшаны 3. А, в общем-то, это территория мужского монастыря. Через горку это женский монастырь. Там такая же система озер. Эти озера вот создавались в относительно последнее время. Что касается систем вот, озер на первом Черемшане, это, кстати, это все создавалось в то время, еще монахами создавалось. Вот в 40-х годах прошлого века вошли туда. И не случайно они их здесь посадили. Надо сказать, что правительству спасти все территория дома отдыха, санатория. Через вот хребет этот, там тоже такое же ущелье, и тоже размещался монастырь, женский монастырь, тоже с системой озер. Надо сказать, что любимое место отдыха было и в те старые времена. Шибаев постоянно отдыхал на первом Черемшане, очень часто, он в течение лета много раз приезжал, там у него дачка специально стояла, прям чуть ли не дикие утки, вот тоже дача около озера стояла, и дикие утки плавали. Он любил это, и очень часто. Вообще нельзя не любить Черемшаны. Здесь вот, кстати, по показаниям, многолетним показаниям, здесь работал очень долго, на протяжении 30 лет, такой врач Смирнов, городской врач, известный. Я читал его публикации на многих симпозиумах, он выступал даже на международных. И с помощью, конечно, долго...
Нет, сейчас О, один пошли на праздник. Сейчас пошли прямо в праздник. Так. Уважаемые товарищи, дорогие гости, как говорится, прошу всех открыть соответствующую посуду, налить бокалы. Мужчина за женщиной ухаживает. Мужчины ухаживают за женщиной. Пока не надо. Пока не надо, пока. Иван Семенович. Так, прошу внимания. Уважаемые товарищи, наш праздник продолжается. И разрешите слово представить главе администрации нашего района Радаеву Валерию Васильевичу. Уважаемые коллеги, друзья, гости, я думаю, что вот в этой обстановке будет продолжение нашего праздника. Я думаю, все мы здесь немножечко отойдем от того напряжения, которое у нас сложилось в начале дня, в начале нашего мероприятия. Сегодня есть возможность нам поближе всем нашим районам, которые исторически входили в наш Волынский район, пообщаться, познакомиться
чтобы этот день не прошел просто так, вот посидели, увиделись и уехали, а именно, чтобы сложилась дружба, та дружба, которая у нас была раньше, когда наши предки, родители дружили наши рабочие. Вот это вот сегодня необходимо, особенно в это труднейшее время. Но я не буду долго отнимать у вас время, так как все уже устали, все давно захотели покушать. Я хотел бы вас поздравить с сегодняшним юбилеем, пожелать всем крепкого здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов. С праздником, всего доброго! Спасибо, спасибо. Иван Семенович, пора выпить, хватит говорить. Можно бесконечно. От всей души поздравить вас с сегодняшним праздником. Владимир Васильевич, спасибо вам за то, что предоставили нам такую возможность отдыхать сегодня вместе с вами и радоваться вашим успехам. Еще раз больших вам успехов, здоровья и благополучия. Спасибо. Да, и вам яблоки, у вас нет яблок. Спасибо за поздравление. Есть предложение все-таки выпить? Владимир Дмитриевич, мы вот все-таки по положению о почетном гражданине хотим вам на долгую память вручить вот те фотографии о Хвалынске, чтобы они вам там в Москве напоминали о своих земляках. Ну и, конечно, материальное вознаграждение, что положено почетному гражданину. Поздравляю вас! Пожалуйста. Горбак Анатолий Николаевич, также вы у нас командируетесь в город Саратов на повышение, поэтому, чтобы вот эти фотографии вам тоже, все 30 лет педагогических, которые вы провели в Хвалынском районе, напоминали частенько, не забывали, что Хвалынск, а то быстро привыкнете к Саратову. И также материальное вознаграждение. Поздравляю вас! Пожалуйста, Владимир. Ну дайте мне тоже. Пожалуйста, приветствую вас и поздравляю с праздником 200-летия Саратовской губернии. Счастья, здоровья, благополучия вам, дорогие друзья. И мне хочется отметить еще сидящих здесь женщин за праздничным столом. Нам очень хочется, чтобы вы своей красотой сияя, цвели как вечные цветы, всегда не умирая. За вас, друзья, здоровья, счастья! Ой, извиняюсь, громко очень. Я продолжу тост. Дело в том, что я уезжаю в город Саратов, жить буду там, но то, что я делал для города Хвалынска и вообще для Хвалынского района, я буду продолжать и думаю, сделаю даже больше, чем здесь.
Мне очень нравится команда, которую собрал Валерий Васильевич. Мне очень нравятся все люди, которые работают в администрации, особенно у нас в образовании. Я все усилия приложу для процветания нашей зеленой жемчужины Поволжья, города Колымска. Спасибо. Все-таки есть предложение за наш делать благословение Анатолия Николаевича. Когда на спортивные баталы наш район и Хвалынский район на спортивных аренах доказывает свою правоту. И вот сегодня я благодарю за то приглашение, что вы нас пригласили на празднование 200-летия Саратовской губернии Хвалынска. И по добрым русским традициям у нас все начинается с хлеба. Хлеб всему голова. Ведь на Руси испокон веков от хлеба все и начиналось. И разрешите в дар вашего юбилея преподнести вот этот каравай из нового урожая 1997 года. Это приволжский хлеб. И не забывайте, что от хлеба начинается наша жизнь. Мы стоим на земле, мы его растим. Остальное все прикладывается. Ну, соответственно, на торжественном мероприятии мы немножко сценарий не писались, вот этот адрес почитаете на досуге. Ну и к экологическим родникам, которые здесь есть, в Волынском районе, у нас тоже в Самарской губернии есть свой родник. Правда, родник — это акционерное общество, родник. И вот такой сувенирный набор из нескольких там, я думаю, Валерий Васильевич пригодится с этим караваем. Ну и что вы еще не забывали о том, что Самара все-таки рядом на берегу Волги. На берегу Волги находится вот такую картину наших самарских художников. Это наши Жигулевские горы. Еще раз с праздником. Всего вам доброго, успехов и благополучия в развитии Саратовской губернии и Волынского района. Поздравляю! Смотреть коллекцию лучших вин Самары. Уважаемые друзья, мы очень близко подружились с Приволжьем. Завтра 2 автобуса приезжают спортсменов оттуда. И будем соревноваться не только за столом, но и в спортивных площадках. Я просил бы побывать, посмотреть, что это дружба, традиции, они у нас будут уже постоянными. И они будут приезжать к нам, и мы к ним приляжем наши районы родительские, Кулатинские, так что будет очень интересно. Давайте вот так дружбу крепить и молодежью, и руководители, и всем остальным. Спасибо большое. Спасибо. Есть предложение за дружбу между Саратовской, Самарской и Ульяновской областью. За дружбу. Имеете в виду выпить и парить? Полярные звезды, увидим меня.
сегодня, 2 года не был я в Челнинске. Простите меня, может быть, за эту, как говорится, не тактичность, 2 года не был. А сегодня мне пришлось побывать в составе делегации нашего Радищевского района. Остаются приятные чувства о Хвалынском районе. Навели большой порядок в городе Хвалынске. Я человек нескромный, как бы жестокий, желательно его чуть побольше, потому что этот город носит традиции довольно дальние, довольно большие. Здесь много генералов было когда-то, поэтому город, может быть, он должен быть и покрашен. Он заслуживает этого, что он стоит на берегах великой нашей Волги, поэтому он заслуживает большего внимания, чем сегодня, допустим, он и есть. Но мне не об этом сегодня хотелось говорить. Много здесь было выступающих. И глава администрации, и другие товарищи. А все-таки источник жизни нашей находится в селе. В том, что сегодня находится на столе. Спасибо вам за приглашение. Поздравляю вас с праздником 200-летием Саратовской области. Желаю вам здоровья и предлагаю поднять тост за тех, которые сегодня, вчера и позавчера и завтра работают в поле. За русского крестьянина, за крестьянина, который производит продукты. Дай Бог ему здоровья, счастья, семейного благополучия и, самое главное, мирного неба над нами. Спасибо. Наших дорогих гостей, народный артист Российской Федерации Галина Польских и заслуженный артист Российской Федерации Аристарх Халиванов, артистов кино. Просим. Пока не приехали, вы никто. Не впереди на начинаем? Заливает. Да, сейчас заливает. К нашему столу. Уважаемые гости, за наших артистов. Я с водкой. Буравчик называется. Вот водку надо пиво. А вот ты пьешь. Вообще как... Вы знаете, я что? Да. Наших дорогих гостей, Я его спустил. чтобы они нас и дальше радовали своим искусством. И не только сегодня, сейчас здесь, но еще в предстоящем и так далее. Давайте за их здоровье, за их успехи, за их прекрасное творчество, за радость подаренной людям, за наших гостей. Спасибо, Василий. Спасибо. Артисты Аристарха Халиванова и Галину Польского. Я очень их люблю, преклоняюсь перед вами и желаю вам всяческих творческих успехов. Спасибо вам за то, что вы нас радуете и радуете и продолжаете, и будете, надеюсь, продолжать радоваться. Спасибо.
как и все волынцы, очень переживаю за то, чтобы наш район всегда выглядит прекрасно. И вот за последнее время я не могу этого скрыть, и не могу не сказать об этом, что, значит, так сказать, это дело у нас продвигается значительно лучше, значительно очень хорошо. И мне вот хочу пожелать новому руководству нашего района дальнейших успехов именно в том, чтобы люди наши жили с каждым днем лучше. Я предлагаю такой тост, чтобы всем людям жилось с каждым днем все лучше и лучше. Эти глаза вроде калейдоскоп огней, эти глаза напротив ярче и все светлее, эти глаза напротив цвета, эти глаза напротив, что это? Пусть я впадаю в ужас, и грусть, боли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Здравствуйте! С праздником! Приветствую вас на нашей Волынской земле. Примите наш хлеб-соль.